Уже многие годы существуют места, где безработные собираются в поисках временной подработки. Здесь предлагают свои услуги разнорабочие, специалисты сантехники, электрики и строители. Министерство труда Таджикистана хочет закрыть Мардикор-базары. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете причину такого решения и что всем нам делать. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Но если раньше безработные держали планку суточного найма в районе 100 сомани, это примерно $10, то сейчас соглашаются на любой, даже самый тяжелый труд за 5 или даже $3 в день. В Таджикистане могут постепенно исчезнуть рынки рабочей силы и Мардикор-базары, где безработные граждане пытаются найти себе временный заработок. Об этом сообщил источник в Минтруда. Таким образом, государство решило выявить подобные рынки труда в стране, официально зарегистрировать всех безработных мардикоров и предоставлять им постоянную официальную работу. Уточняется, что ликвидация будет происходить постепенно и начнется прежде всего с того, что в Минтруда организуют дополнительные бесплатные курсы обучения как для мужчин, так и для женщин. После того, как люди освоят необходимые навыки работы в той или иной специальности, их будет проще устроить на постоянную работу. Как вы относитесь к такой идее? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Сегодня Мардикор-базары есть почти во всех городах Таджикистана, но самые крупные находятся в Душанбе, Худжанде и Бахтаре. В то же время нет точных данных, сколько всего рынков мардикоров образовывается по всей республике, поскольку они официально не зарегистрированы и появляются точечно, в хаотичном порядке. Люди из ближайших районов приходят на подобные базары и ждут своих работодателей, чтобы выполнить любую работу, будь то уборка домов, территорий, мелкий ремонт и многое другое. Рынки труда существуют в таджикских городах с давних времен. Люди приходили на эти рынки в поисках работы, чтобы заработать кусок хлеба для своих семей. Теперь наша цель – ликвидировать эти рынки цивилизованным путем, сообщает источник в ведомстве. Если раньше в Таджикистане на Мардикор-базарах простаивали мужчины, то сегодня ситуация стала меняться, и в поисках заработка стали выходить женщины всех возрастов. Причем базары работают не только летом, когда их сила может пригодиться на полях при уборке урожая, но и в зимнее время года. Министр труда, миграции и занятости Таджикистана Ширин Аманзода уже побывала на одном из подобных рынков в городе Бахтар, Хатлонской области. Она встретилась с безработными и лично пыталась объяснить женщинам, что им необходимо начать заниматься образованием или повышением квалификации, и Минтруда готова им помочь. Ведомство организует профессиональные курсы для женщин по кондитерскому делу, шитью, парикмахерскому искусству и кулинарии. Как уточнили, для желающих откроют в области удобные курсы по 3 раза в неделю, а в остальное время люди смогут тратить на поиск работы. Пока это все, конечно, идеи, и хочется верить на то, что это действительно произойдет, и все люди получат зарплату, а не просто их разгонят, и на этом все закончится. Ну, увидим. На этом у нас все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи. Будем держать вас в курсе событий.